тень, решетки. В общем, ситуация следующая. Короче, поступает информация, что кучу буритошек задерживают. Даже тех, которые на локале сидят, там уже все буритошки, короче, практически все с транспорта, с перевозок, короче, с фур, там всех прочих спрыгнули. Но на свой страх и риск работают, короче, думают, что он пронесет, типа. А у американцев там план 1 000 000, короче, мигрантов депортнуть. И до конца этого года надо 300 000. Ну, вроде как такая байка ходит. Ну, я думаю, понятно, что большая часть буритошек, она так какая была, безвольная и никчемная вражки в плане своих прав, так она такими в США и осталась. Просто в США жирнее харч, паёк, так скажем, жирнее, короче. Ну и естественно, что там для людей шустрых и так далее. То есть это не значит абсолютно, что людишки, которые там потеряли полностью человеческое обличие, не могут существовать, так скажем, выживать. Эволюция на них не распространяется. Как раз таки распространяется. И в этом отношении приспосабливаемость очень высокая к американским реалиям. Поэтому неудивительно, что какой-нибудь там политический деятель там полубомжующее состояние ведет, а тот, который никогда в жизни не думал о независимости Бурятии, о суверенитете, там, о своих правах не думал, да? Он, короче, там быстренько бизнес делает, короче, делает бабки. Что такое? Ну вот. И в этом отношении, конечно, как такая хорошая поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И в этом отношении буритосы вот вообще ничем сейчас не стали отличаться от ванюшек, от русни. С другой стороны, у ванюшек такое обилие интеллигенции, такого рода всяких бездельников, значит, говорунов, которые болтологии вот этой, они там себе места пробили и своим близким, например. Вот ФБК я точно знаю. Говорят всем тем, кто в США въехал, точно так же через Мексику они такой прогон пустили, типа, главное в США въехать, а мы вам потом всем визы, грин-карты сделаем, гуманитарные пароли и, значит, после этого грин-карты, короче. То есть гуманитарный пароль, виза, грин-карта, и следом они практически за год получали, значит, гражданство американское. То есть уже сейчас многие навальнята, выехавшие в 2021-2022 году, короче, уже сейчас граждане США. Понятно, что их ограниченное количество, но, в принципе, и если бы буритошки, особенно вот эти подсиралы, так называемые, короче, не просто денежки любили делать, да, там, на фейковых, значит, родословных сефардских евреев, там, значит, поляков, выдумывали они там в архивах, бегали, короче, рисовали эти справки, да, фейковые абсолютно, то нормально работали бы с Госдепом, там, с Конгрессом, ходили бы там, надоедали. Ну, бывают вот эти городские сумасшедшие. Вот Байчникова, например, да. Перевези ее в США, если бы она ненормальная не была, да. А вот, то есть, ее активность была бы связана, например, с, так скажем, ну, действительно, у нее там шило где-то в одном месте сидит, да, короче, вот ее в Америку привезти, она бы там уже быстро, давным-давно бы фонд сделала, там с активистами бы со всеми познакомилась, уже там за Байкал бы ратовала, там и так далее, короче. Вот такие нужны людишки, у которых есть определенное аутическое расстройство. Ну, такое не бурятское аутическое расстройство, а именно вот такое, какое у евреев есть, там и так далее, которые вот поставили себе цель добиться определенных результатов. Вот они к этому идут. Ну и параллельно, естественно, что от таких людей в США в демократиях не отмахиваются. Если человек-то сам пришел, надо ему помочь. Это так, вражки, вроде, ну-ка ты за нас поработай, вражки тоже так делают, за нас, правда, поработай, короче, а мы потом то, что ты наработал, за свою выдадим. Это вот известный принцип разницы между социализмом и капитализмом. В капитализме тебе помогут дальше топтать,
поляну, потому что, ну, как бы, они видят, что ты этого достоин, да, это такие с феодализма еще такое, да, что достойных людей надо подымать, короче. И поэтому, естественно, но в капитализме есть такой нюанс, что много мошенников всяких разных вылезает, выползает, короче, инфо-цыган, вот этих вот всяких там, которые вот, например, сейчас, значит, якобы там правозащитные организации, короче, ну вот они почему-то специализируются на краже девушек с Дагестана, с Ингушетии, с Чечни, короче, воруют их натурально, а потом выдают, что вот у нее там перверсия, что они там какие-то вот не такие, вот у них что-то там не то, пятое, десятое, короче. А давай-ка мы их эвакуируем, значит, в какую-нибудь, значит, Армению, там, Грузию, еще куда-нибудь. А потом, ну, ничего им не предоставим, ни защиты, ни контроля, ничего, короче. Ну, и в итоге вот такая ситуация получается. Но они этого ждут, и как только случается закономерное, так скажем, да, они там начинают в Твиттере ножками, ручками, там, значит, религию позорить, что это с религиозными, хотя это понятно, что это никак с религией не связано, это связано с национальными обычаями, ну, обычай такой. И в этом отношении они же знали, когда этого человека-то брали, что это же не первый случай. Так повышенный контроль нужен, а на деле-то влезет что у этих тварей? У них лезет имперка. В этом отношении там же какой-то случился конфликт в Твиттере. Значит, там то ли бурятскую, то ли еще какую-то лесбу начали такие же вот эти дегенераты, короче, начали там травить, и что вот она чурка, типа там, еще там что-то в этом роде. И типа такое вот часто в этой среде, и даже чаще встречается, чем в обыкновенной среде, короче. Я говорю, конечно, неудивительно, потому что половина там шизофреники, короче, у других другая половина это дополнительная вот к этому, значит, к расстройству сексуального поведения, еще дополнительное какое-нибудь расстройство там. Некоторые там какой-то ПТСР добавляют, что их там в детстве били, колотили. У некоторых там вот это биполярное расстройство, у некоторых там психопатия, у некоторых, ну, натурально там просто шизофрения, короче. То есть и в этом отношении, естественно, что среда-то она очень такая, не то чтобы токсичная, короче, но более чем уверен, что нормальный человек из нормальной семьи, которого выманили, так скажем, вот на эти дела. Ну, бывает, но случается такое вот там. Я помню, историю эту рассказывал уже, как мне в детстве стрельнули, как его, пробка из-под шампанского, короче. А я еще удивлялся, почему две женщины. Ну, там одна русская, вроде как еврейская, а другая бурятка. А потом, ну, через какое-то время, когда я уже стал взрослый, что-то там спрашивал, короче, ну, и бабушка такая, ха-ха, типа там. Ну, они вроде как это, муж и жена, короче. Я говорю, да? Ну, да, ну, говорит, ну, вот они. И начала рассказывать, кто в медицинской среде вот ближе к этим, ко всяким, ну, вот эти урологи, проктологи, короче. Туда вот неспроста же, гинекологи вот эти вот. Женщины. Что там? Так, ну и в общем там ситуация такая была, что вот среди, допустим, тех же гинекологинь таких полно. Ну ладно, слишком далеко ушел, короче. А начал гуглить я, значит, запрос такой сделал. Идея такая возникла провести одиночные пикеты или митинги под посольством США. И это должно быть, значит, деколониальное антирусское выступление о том, что и с подачей петиций, и люди, вот, которые меня смотрят, напишите мне, потому что там же ведь не только буритосов высылает, там высылает
представители других коренных народов, которые убежали от русского колониализма, ну и вообще от хреновой жизни. Да, понятно, что там ссылка на экономические преступления, на мобилизацию, она не работает, но раса, значит, вот эти вот всякие там непропорциональности, о которых там заявляли, они могут сработать. И в этом отношении первое. Нужно подготовить хорошую петицию для подачи этой петиции значит, в посольство американское. То есть вы, когда здесь в США, когда в Европе или где-то в других местах пикет делаете, да, то сразу вопрос задается, будет ли вручение петиции в посольство. Я помню, когда организовывал мероприятие, я сказал, что нет. Ну, понятно, что какая петиция в русское посольство, смех. А вот в американскую петицию можно подготовить, то есть подходить, подписать о том, что вот там мы представители такого-то движения, там Бурят-Гюрун Польска, например, там, или Бурят-Гюрун там, Франция, или Бурят-Гюрун, я не знаю, Мексика какая-нибудь, да. И вот мы, значит, бурятские националисты просим ничтоже сумняшися, значит, великого президента, царя-императора Дональда Трампа запретить незаконную, ускоренную депортацию из Соединенных Штатов, значит, подвергшихся колонизации, геноциду и этноциду народов. И вот там прям перечислить, При этом понятно, что там начнутся воньки всякие разные, там, с левого края, там, из всяких вот этих инфо-цыган, там, и все прочее, которые привыкли вот на все эти деньги денежки собирать, Мне тут недавно сказали, что инфо-цыгане, оказывается, начали писать еще и кейсы для дурачков. Микрофон я отключил, забыл. Ну и вот, так проблема в том, что я вам говорю, почему не выходят, потому что боятся, это раз. А боятся ничего, потому что вонюшки настолько сильно стерилизовали бурят, что даже находясь на коллективном Западе, да, даже в тех же Соединенных Штатах Америки, вот у меня там, парняга, один член нашей организации сбросил ссылку, а я смотрю, ссылка интересная в Ютубе, перехожу, а там видео доступное по ссылке. Я выкладывал это в своих телеграм-каналах, что Буритоса Аюшу там же задержали. Причем чувака, я написал, что он там где-то сделал предположение, что он на трассе был там, видимо, там на бусике там ездил, или, может быть, там занимался мувингом, там, или еще какой-нибудь хренью, А оказалось, что он где-то на локале работал, и там, видимо, была какая-то массовая засада, и вот этого Аюшу упаковали в Чикаго, причем, видимо, скидывала жена, он еще с 2 детьми, там, я так понял, и по-видимому, эта жена сделала Facebook, на котором один ролик вот этот, собственно, был, да, там подписчиков что-то вообще не было. Я говорю, а почему, по ссылочке это видео доступно, друзья мои? Она, видимо, перешла по видео-то на наш канал, на мой канал такая. Оба-на! Думает.
Ну, а как, что вы хотите? Нам надо защищать, и вот, конечно, мы за Аюшу горой стоим, и я вот и говорю, а что, а как, что распространять? Ну, вот вы по группам сбросили, да? В одной группе там, одной из самых крупных, короче, админом какое-то дитё каких-то бурятских чиновников, причем я вот, ну, не знаю, что это за бурятосы вообще. То есть были, видимо, какие-то самые ущербные бурятосы, короче, которых в свое время, ну, они обособленно держатся. То есть они не бурятосы-то на самом деле. То есть они по-бурятски говорят, все пятое, десятое, ну, как-то, видимо, между собой женятся там, короче, понимаете. И вот невозможно проследить, а откуда этот бурятосик-то, откуда, с каких корней-то. Ну, то есть каждый более-менее, даже самый завшивленный там бурятосина, да, вот этот, все бомжи, короче, на центральном рынке и так далее, они знают свое происхождение. Зачастую хамниганское, зачастую там увенкийское, короче. Но, тем не менее, они могут территориально хотя бы себя соотнести, откуда они происходят, короче. Какие земли русня у них отжала и оккупировала, когда, в какие времена. Каждый бурятос это может назвать, короче. А вот кто не может назвать, тот не бурятос. На 99,9%, короче. Ну, бывают случаи, там родители умерли, его там оставили, короче, в детдоме. Ну, вырос такой, ну, бывает, да. Но вот такие, которые уже там в третьем, в пятом поколении сидят где-то по чиновникам, по ментовкам, и у которых ни родственников, никого нет. Соответственно, вопросы, а кто вы такие, откуда вы, понимаете? Ну и вот этот бедный Аюша, короче, а что делать? Надо выходить, это безусловно, поэтому надо привлекать не только бурят, кто подпадает, там, чеченцы подпадают, подпадает калмыки те же, например, большая у них диаспора, короче, у них даже в свое время вход был в Конгресс. То есть и с вручением петиции. Одно дело пикет. Вот вы вышли, там двое человек вышли в пикет, страшно, люди ходят, смотрят. Она маленькая, кривая, вот морда круглая, бурятская. И вот ей страшно, даже не тот факт, что она вышла там с плакатом и так далее, что вот на нее люди смотрят. Вот это дисморфофобия, насаженная колонизаторами, понимаете. И люди, вот они, ну, действительно, многие женщины вот в эмиграции, они от этого страдают. Другое дело, что, например, если работы много, ну, так можно в субботу, воскресенье выйти, то есть запланировать день, подать заявление, короче, официально. То есть и в США то же самое сделать можно. Официально митинг создать из держателей грин-карт, например. Да, то есть держатели грин-карт приходят, те, которые уже больше 5 лет прожили. Я вот гуглю и наткнулся на такое руководство. И написано, читаю дословно, руководство по краткому описанию процедуры депортации и собеседования с целью выяснения наличия и причин страха возвращения на родину. Мы хотим немного рассказать о некоторых особых процедурах депортации или ситуаций, в которые вы могли попасть. Помимо стандартных иммиграционных судебных разбирательств, существует 3 основных типа процедур, в которые вы можете быть вовлечены. Срочная депортация, повторная депортация и административное выдворение. Мы обсудим все 3 типа по порядку. И вот это прям файл есть. И вот дальше читаем. Срочная депортация, которая сейчас применяется. Читаем. Срочная депортация позволяет правительству быстро выдворять из США тех людей, которые въехали в страну без разрешения и соответствует определенным условиям. Сотрудник миграционной службы, не судья, в скобках написано, может начать процесс срочной депортации в отношении определенного лица. Большинству срочно депортируемых не предоставляется возможность представить свое иммиграционное дело судье. Поняли? Поняли. Первое. Как узнать, что рассматривается вопрос о вашей срочной депортации? Вы поймете, что в отношении вас заведено дело о срочной депортации, если вы получили документ по форме I-867-АБ/Б, запись о заявлении под присягой во время процесса в соответствии с разделом 235-Б закона или по форме I-860 уведомление и ордер на срочную депортацию. Если если правительство заявляет, что вы были арестованы при попытке въехать в США
через пограничный контрольно-пропускной пункт, международный аэропорт, морем или вблизи границы США, и вы не можете доказать, что находитесь в США более 14 дней. Первое. Нужно доказывать, что вы находитесь в США больше 14 дней. Потому что если вы это не доказали, то вас именно по срочной депортации вы пойдете. Понимаете, буритосы? А вот тут важно бумажки. Вот подписал бумажку, и без бумажки ты букашка. И если многие буритосины не умеют читать по-английски, короче, ну надо стараться английский учить. Вас же в школе учили в школе. И в соответствии с этим должны хотя бы понимать, что вы подписываете. А если нет, так не подписывать вообще ни одного документа. Точно так же, когда вас следак берет, короче, самый лучший вариант вообще ничего не подписывать, потому что он может хоть что угодно подсунуть. Дальше, второй пункт. Какие у вас есть средства защиты при процедуре срочной депортации? Первое. Вы боитесь вернуться в свою страну. Если вы заявите о своем страхе, вы получите документ с описанием собеседования для определения оправданного страха возвращения. Форма М444, информация о собеседовании для определения оправданного страха, credible fear, возвращение на родину. Я думаю, что там есть на русском языке формы. У вас будет собеседование с сотрудником, занимающимся вопросами предоставления убежища, с целью определить, оправдан ли ваш страх возвращения на свою родину, в свою страну. Второе. Вы можете заявить, что у вас уже есть юридический статус в США. Например, гражданство США, законный вид на жительство, грин-карта или статус беженца, политэмигранта. Если вы поступите таким образом, сотрудник иммиграционной службы должен попытаться найти доказательства вашего иммиграционного статуса в своих записях. Если таких доказательств нет, вы сможете сделать заявление под присягой. Второе. Служащий выдаст ордер на срочную депортацию, и ваше дело будет рассмотрено судьей. Третий пункт. Вы можете продемонстрировать, что имеете право на получение визы типа У или Т, что весьма сложно. Вставьте информацию о немиграционных статусах визу и Т из собственного скрипта. Что-то я так и не понял, откуда это, но, в общем, ситуация такая. Что делать, если вы можете прибегнуть к таким средствам защиты? Первое. Сразу же сообщите об этом сотруднику миграционной или депортационной службы. Предоставьте как можно больше информации о вашем случае. Второе. Поговорите с миграционным адвокатом или организацией, предоставляющей юридические услуги, такой как мы, о получении помощи. Третье. Не медлите, поскольку процесс срочной депортации может происходить очень быстро. Так. Буритосы, конечно, будут медлить, все раздумывать будут там. О каких-то других вещах беспокоятся. Я-то уж знаю, это 100%. Как пить дать. Можете ли вы быть освобождены в срочной депортации? Это все зависит от следующих моментов. Залог. Вас могут выпустить под залог, если вы были пойманы после пересечения границы США. Обычно о залоге необходимо просить иммиграционного судью. Если вы считаете, что вы имеете право на залог, то вам следует поговорить с адвокатом или с кем-то там на индивидуальном собеседовании. Условно-досрочное освобождение. Там слишком много. Есть еще гуманное условно-досрочное освобождение. Даже если вы не предоставили удовлетворительных доказательств того, что вы боитесь возвращаться на родину, вы можете подать заявление на гуманное условно-досрочное освобождение. Гуманное условно-досрочное освобождение представляет собой особый вид освобождения и предоставляется только в особых случаях, когда существуют срочные причины того, почему вы должны быть освобождены из-под стражи. Например, вы беременны, буритоски, срочно залетаем. Или вам требуется срочная медицинская помощь, и какие-то проблемы могут быть решены только за пределами изолятора. Если вы считаете, что можете иметь право на гуманное условно-досрочное освобождение, мы можем это обсудить на индивидуальных собеседованиях. Не знаю, что это за файл. Вроде бы я его скачал. Это в 2016 году написано. Это написано The Vera Institute of Justice for the
ICURE Legal Orientation Program, короче. То есть это какой-то, видимо, институт, который вот есть. Ну-ка, глянем. Legal Orientation Program. Вау, надо же. Что это такое? Что это за программа? Первый раз вообще вижу. Угу. Есть такая организация. Посчитаем, что это Vera Institute of Justice. Ага, смотрите-ка, старая, основана в 1961 году для продвижения альтернатив денежному залогу в Нью-Йорке. Организация «Вера» теперь является общенациональной организацией, которая сотрудничает с пострадавшими сообществами, представителями власти ради перемен, имея офисы в 4 крупных городах и команду из сотен адвокатов, исследователей, экспертов в области политики. Ну вот, пожалуйста, есть организации, то есть если у вас, у буритосов есть какие-то вот такие, ну, связи, что ли, там, заранее устанавливайте связи, что вы боитесь, вы напишите письмо в это. Я вот с одним работал тоже персонажем, ну, еле-еле, я ему говорю, отправь сегодня письмо. Нет, через неделю там домой доеду, там, соберусь. Я говорю, просто письмо отправь, попроси помощи, короче. И то ли на месяц это затянулось дело, то ли на 1,5, короче. В общем, он одно письмо не мог отправить. И это человек, который, ну, в общем-то, политически, физически, вообще, в принципе, активный, короче. Понимаете? Что говорить про простых вот этих баирок, которые там въехали и сразу на фуру прыгнули там деньги зарабатывать. Ну, он-то понимает, что он туда деньги приехал зарабатывать, а побороться за себя, за жизнь в США он не хочет, короче. Он считает, что какой-то там Халтаров должен в Польше за него бороться, там, еще какие-нибудь там организации, какие-нибудь Карлица там и так далее. Там. Понимаете, никто, кроме вас, не будет за вас бороться. И пока вы это сами не поймете себе в башке, короче, и пока не начнете в этой области стараться выучиться, понимаете? Я не умею, я не буду. Это же вот так вас в школе задалбливают. Я сколько таких буритосов встречал. Помню, как-то что-то там доклад какой-то делал по поводу того, как поиск в интернете производить. И одна мне говорит, а я не умею, говорит, в интернете искать. Я на нее гляжу, ну, во-первых, ну, она меня старше была, я говорю, ну, как, я говорю, как не умеешь-то? Ну, ты же каким-то образом, вот, знаешь, что такое Яндекс, там, еще какие-то, ты же что-то ищешь в интернете. Ну, так вот, да, что-то ищу. А я такой думаю, зачем они интернет используют? Не для того, чтобы разве информацию какую-то искать. А оказывается, да, действительно, для меня тогда это было открытие, что есть людишки, вот, ну, они интернет воспринимают как нечто вот отдельное от их жизни, короче. То есть это не то, что там плотно вошло в их жизнь в начале 2000-х годов, как у меня. А это что-то вот какая-то параллельная реальность, в которой там какие-то гики сидят, какая-то молодежь там и так далее. Ну, слава богу, хотя бы компьютером умеют пользоваться. Но у них этого переключения нет. Что интернет это огромная кладезь информации, а тем более сейчас. С чатом GPT там, короче, он тебе выдает, ну, не только этот, и, ну, и там еще куча других. Perplexity тут же, например. Оказывается, белорусы его запилили. То есть, и это можно использовать. В общем, так вот, комментарий вот бурятов в правительственной побегушка, конечно, 100%. От бурят вообще ничего не зависит. Но... Все, перерыв на полминуты, ты закрой дверь. Ага, добро.
Что там? Что там, кто там у нас? Да, а вонюшки, короче, они, ну, там, заходят и видят, там, буряты ходят, короче, типа. И у них создается впечатление, что от этих бурятосов что-то там вообще значительное, короче. Потому что, ну, таково распределение. И вообще-то мы в Бурятии должны вообще всем управлять. То есть все чиновники должны быть бурятами. Ну, чтобы ответственность была это, за республику-то. А то вынуждены там терпеть вонюшек этих держать, безродных всяких там вот эти. С другой стороны, хорошо, что сейчас Цыгена выводят, он будет назначать. Ну, как бы и ответственность повысится, но надеюсь, что он будет назначать в русские вот эти села к Семисюхам и так далее, будет назначать бурят руководителей. А буряты руководители будут ставить своих чиновников туда. Чтобы мы там не зависели от этих всех бездельников, там, троечников этих и так далее. Потому что они же как вырастают, эти все семичушки, эти всякие там казачки, вот эта вся масса. Они же вот так, через местные структуры власти, раз он там глава, сидит главой, вроде как депутатик какой-то местный, да, там, за которого там человек 50 проголосовало, короче. И самое это, что смешное, друзья мои, если вы где-нибудь на муниципальных выборах вы баллотировались, скажем, просто баллотировались, и вас там не допустили и так далее, это знаете, сколько вам добавляет вот этот иммиграционный кейс? Добавляет вот так, короче. Вагон и маленькая тележка. Вы там уже и активист, а если вы уже были даже депутатиком вот на этом местном где-то там в деревне, короче, сидели, да, там, то это вообще, ну, это уже величина, уже в съезде народных депутатов можете заседать, там, или Пономарёвы, там, или еще где-нибудь, короче. Так что тут стоит попытаться, вот сейчас ради кейса даже, просто попытаться пролезть. Особенно я это говорю бурятским националистам, потому что у нас бурятские националисты, они в основном сильны этим, умными мыслями в интернете. А вот когда до дела доходят, там, ну, вонюшку куда-нибудь, мусорнуться на него там, или, например, памятник Сталину взорвать, или казачкам, или подпалить острог, например. У бурят уже, увы, у националистов уже не щелкает нигде там. Нигде не щелкает, короче. Они что так, боятся, следят за мной, паранойя, там, туда-сюда. И в этом отношении, конечно, это разительно просто отличается от кавказцев. Это просто, как небо и земля, короче. И почему Кавказ раньше получит независимость, чем буряты? Потому что там вот таких людей, стремящихся, гораздо больше. И вот я вам предлагаю нормальный ход, короче. Начать баллотироваться просто-напросто. Идти, попытаться там тупо собирать там подписи, короче, ходить вот там. Я такой-то, такой-то там с завода хочу там баллотироваться на какого-нибудь депутатика, короче. Ну вот какие-то выборы будут ближайшие там в Рашке. Постарайтесь хотя бы документы начать собирать для того, чтобы податься значит, на какие-то выборы, короче. Я вот просто помню, я участвовал там в выборах, там подписи нужно было собрать в мэры. И там так смешно было, короче. И у меня, такое сложилось впечатление, что если ты подаешься, да, то ты должен, первым как бы бегать, короче, там суетиться, короче. Таблом играть, там, если известный человек, то таблом надо играть, короче, ходить. Просто я вот такая-то там, проголосуйте, давайте меня там запишем и так далее. Во-первых, место расположения было неудачно выбрано, короче, там надо, там просто улан-удэнцы не шарятся, то есть. Оказалось, что по центральным улицам в будние дни в основном ходят люди с прописками не местными, короче. То есть люди, которые приехали, условно говоря, в Улан-Удэ там что-нибудь затарятся, там к родственникам, в какую-нибудь больничку, короче. И они вот этими старыми путями ходят. Сейчас там улан-удэнцев нету вообще. То есть на этой центральной улице города, может, редко когда там появится. Но там и не живет никто, во-первых, да. И, во-вторых, не ходят. А собирать нужно подписи в
в клоповниках, в этих кварталах, там, на ПВЗ где-нибудь, там, в центральном, на каких-то вот этих ходить, просто по квартирам долбиться, короче, и говорить, я вот там баллотируюсь от вас туда-сюда. Ну, конечно, там сложно просто. Ну, там ходить-то сложно было, не то, что говоря, подписи собирать. Ладно, дальше поехали. Так. Ага. Тык-тык-тык. Ну, вот там касаемо срочного выдворения, короче, это вот эта процедура, которой они пользуются. Однако, это срочное выдворение, оно прописано именно для тех, которых задержали в течение 14 дней. То есть, если они пересекли границу нелегально, не подаваясь на убежище, нелегально. А сейчас у них вот такая, та же самая процедура, просто эти айсы, они вот так, и ты подписываешь что-то там, он говорит, распишись тут. Чик, паравку только поставил, даже одну точку хватит, и они уже тебя уже готовят на депортацию. А эти-то кровь почуяли, адвокатишки. Сейчас говорят, дешевле 15 тысяч долларов, короче, просто даже за консультацию адвокатишка миграционного в США не найдет. И вот я почему, вот вспомните меня, 3 года назад я говорил, что, друзья, нам нужны адвокаты, буряты нужны, которые выучатся в США, станут миграционными адвокатами, юристами и так далее, создадут какую-нибудь свою организацию или пойдут вот в такую организацию, которая беженцам помогает. И где? Есть хоть один? Есть? Нету. Вот так вот. А теперь каждый там будет выть там, а потом на бутылке будет выть. И мы сделаем так, чтобы вы сидели на бутылке, мрази. Колбасники. Будете сидеть, вражки, на бутылке. 100%. Так. Почему будете сидеть? По простым причинам, потому что вы не член нашей партии, не член партии бурятских националистов. А если не член партии бурятских националистов, в лучшем случае попутчик, в худшем враг, на которого и не грех мусорнуться. Так. В общем, друзья мои, вступайте в нашу партию. Партия бурятского возрождения Бурят-Гюрюн. Описание видео. Обязательно нужно будет сделать публичное заявление от себя, от семьи, о том, что мы присягаем на верность 3 принципам. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Делаем присягу с записью, выкладываем в интернет, чтобы все посмотрели. Я потом репощу у себя на странице и говорю, вот мы принимаем в члены нашего нового брата или нашу новую сестру. Все, и загружаем работой. Сейчас все, кто нас слышит, готовьтесь, будет митинг, надо организовывать митинги. Я на своей странице в Фейсбуке обязательно выложу петицию на английском языке, что мы там просим, короче. Кулуарно сейчас я буду разговаривать с различного рода движениями, значит, в том числе здесь, в Польше. Может быть, мы организуем в течение этой недели, значит, акцию протеста. Ну, надо, наверное, к какому-нибудь праздничному дню это приурочить. То есть в течение месяца, скорее всего, организуем либо одиночный пикет, ну, пикету, систему пикетов, либо прям митинг возле американского посольства. Правда, есть такой нюанс, что польские власти, они как-то не любят, что ли, вот эти давать там, что нагонят всякой швали. Туда, короче, всяких болел там, не пойми кого, короче, подумают, что мы какие-нибудь там экстремисты там за Палестину, там еще что-нибудь в этом роде, короче, ну, типа, против Трампа там бунтуем. Но там надо нам это, как его, ничтоже сумняшися,
туда прийти с американскими флагами, с бурятскими флагами, короче. В общем, придем, скажем, Америка, спасай, оплот демократии. Почему? Спасай, бурят. А вы пока, дурачки, вступайте в нашу партию, и будет вам и кейс, и будет у вас страх перед возвращением в Рашку, потому что вонюшки вас посадят на бутылку, если вы публично признаетесь, что я, Иванов Иван Иванович, родом там, с Осы, Осинского района Иркутской области, незаконно оккупированной Русней, присягаю на верность партии бурятского возрождения Бурят-Гурюн. Сим подтверждаю, что Бурятия для бурят, бурятам бурятская власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе, и сим мы победим, уничтожим русский мир. Вот такое заявление, и все, проблем нету никаких. Есть уже у вас страх возвращения в Рашку, потому что вы публично признали, что вы враг русского мира, что вы враг Рашки, что вы будете работать на ее уничтожение, будучи живым, полумертвым и мертвым. Так что только так. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Всем пока и до новых встреч.